Это то, что выходит на первый план. Ребенок уже все меньше, школа играет все меньше и меньше роль в жизни ребенка. Мы тоже должны это понимать, и на самом деле, может быть, не так сильно это ощущаем, но это одна из тех подрывных вещей, которая будет все понятнее и понятнее. И в этом смысле мы должны понимать, каким образом будем контролировать вот этот образовательный процесс ребенка на протяжении всего его детства. Не только в школе, но в целом в той среде, в которой он живет и развивается. И, безусловно, мы должны делать акцент на развитие черт характера, какой этот ребенок, как он сможет адаптироваться в очень быстро меняющемся мире. Когда мы об этом говорим, это не пустые слова. Вот это то, что надо делать не только на внешкольных занятиях, не только в спорте. Это и на русском языке, и на физике, и на химии, и в биологии. Ребенок формируется во всех этих предметах. Это замечательно, что они хорошо сдают ЕГЭ. Но надо понимать, что это не только ЕГЭ происходит в школе. Это еще и формирование ребенка как личности, причем на всех уроках. Я на этом буду, наверное, завершать. Я просто хочу сказать, что на самом деле здесь, я думаю, в Коктебелевском районе мы имеем одно из самых больших число единомышленников, которые это понимают, потому что мы много об этом говорили, и я уверен, что вы сможете найти ресурсы для того, чтобы это воплотить. В настоящее время и формируется концепция воспитания на федеральном уровне, которая во многом будет отражать вот те концепции, которые я только что изложил. И, безусловно, все образование надо вести к какой-то практике. Не зря большое внимание на августовском совещании, в том числе было уделено функциональной грамотности. То есть все предметное содержание мы должны понимать, каким образом оно будет использовано в практических действиях этого ученика в реальной жизни. Поэтому мы знаем, что серьезные трудности были по химии, физике, да, в том числе, по математике, потому что впервые в ЕГЭ были введены, они были и раньше, но в меньшем количестве, были введены вот эти практикоориентированные задачи, которые, к сожалению, наши дети пока решают не так хорошо, потому что когда они выходят из учебного контекста в жизненный, они не понимают, как эти знания используют в реальной практике, в повседневности. И это большая тоже проблема, на которую тоже необходимо обращать серьезное внимание. Но в целом хочу сказать, что сегодня университет в данном контексте реализует программу повышения квалификации для преподавателей по работе в такой неопределенной образовательной среде и по подготовке учеников к такому неопределенному будущему. Поэтому мы надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество и работу. Тем более, что Индия вообще такое внимание уделяет в целом современным трендам развития в сфере образования. Большое спасибо.